Эта история случилась однажды. Маленький автомобильчик ищет друзей. Мне очень грустно одному и не с кем играть. Мой адрес – Зеленая улица, домик 5. Спросить маленький автомобильчик. Какое грустное объявление. Здравствуй, малыш. Меня зовут Бу. Я домовенок. А это Бунька, моя сестра. Мы вышли погулять и нашли это объявление. Надо обязательно разыскать маленький автомобильчик и подружиться с ним. Правда, малыш? Верно. Как ты здорово придумал. А где же мы его будем искать? Смотри, Бунька, здесь есть адрес. Зеленая улица, домик 5. Ой, Бу, а что такое адрес? Адрес – это название улицы и номер дома, где кто-то живет. Ага, понятно. Только где это Зеленая улица? У нас я такого не встречала. Да у нас и улиц-то нет. Тропинки, да и только. Я знаю, это в городе. Там очень много больших тропинок. Они называются улицы. А чтобы не потеряться, у каждой улицы есть свое название. Наверное, там и живет маленький автомобильчик. Бу, малыш, пойдемте скорее. Ведь маленькому автомобильчику так нужны друзья. Чтобы не заблудиться, мы возьмем с собой карту. Ой, сколько здесь машин и как быстро они едут. Посмотри, у них есть даже своя собственная тропинка, а называется она «Дорога». Да, я так смотрю, что для нас тоже есть своя тропинка. Правильно, Бунька. И называется она «Тротуар». Это я в книжке читал. Ага, получается, по дороге ездят машины, а по тротуару ходят домовята. Бунька, по тротуару ходят и звери, и птицы, и малыш. А знаешь, как называют всех, кто ходит, а не ездит? Их называют пешеходами. А зачем нужны две тропинки? Отдельно для машин и отдельно для пешеходов? Бунька, ты сама заметила, что машины едут быстрее, чем мы ходим. Вот представь, если на одной тропинке я буду идти, а ты будешь бежать, мы же будем мешать друг другу, сталкиваться и даже можем упасть. Вот. Ой, что-то я запуталась. Малыш, помоги, пожалуйста. Покажи мне тропинку для машин. Правильно, это дорога. Здесь ездят только машины. Малыш, а где ходят пешеходы? Правильно, пешеходы ходят по тротуару. А как же перейти на другую сторону улицы? Для этого есть особые правила. И называются они «Правила дорожного движения». В них написано, как правильно вести себя на улице всем-всем. И машинам, и пешеходам, и велосипедистам. Ой, как все сложно. Смотри, у меня есть книга с загадками, которые помогут нам выучить правила дорожного движения. Загадки я люблю. Малыш, давай познакомимся с правилами дорожного движения. Послушай стихотворение и найди подходящую картинку-рифму. Здесь транспорт терпеливо ждут. Приедет, все в него зайдут. Автобус к нам подъедет ловко, ведь это место — остановка. 100 препятствий на пути, как дорогу перейти? Безопасно проведет нас подземный переход. Нужно спереди, ты знай, обходить всегда трамвай. Ты навсегда запомни строго, не место для игры дорога. Кто пешком всегда идет, догадались? Пешеход. Побежали скорее! Стой! Что ты? Перебегать дорогу ни в коем случае нельзя. Это очень опасно. Ой, я забыла. Мне так хочется поскорее познакомиться с маленьким автомобильчиком. Мне тоже. Но забывать о правилах дорожного движения нельзя никогда.
Не буду, не буду. Ой, как же перейти дорогу? Малыш, помоги нам найти пешеходный переход. Нажми два предмета, которые обозначают пешеходный переход. Правильно, малыш! Возле пешеходного перехода стоит специальный дорожный знак. Малыш, теперь нажми второй предмет, который обозначает пешеходный переход. Молодец, малыш! Ты нашел зебру. Ура! Мы будем кататься на зебре. Чур, я первая. Ничего у тебя, Бунечка, не выйдет. Пешеходная зебра – это всего лишь белые полоски, которые рисуются на дороге, чтобы всем было понятно, где находится пешеходный переход. А зебры их называют потому что… Я поняла, потому что у настоящей зебры-лошадки есть похожие полоски. Я в зоопарке видела. А я в книжке читала, что перейти дорогу помогает светофор. Малыш, подскажи, на какой светофор нам нужно смотреть? Правильно, нужно смотреть на тот светофор, который находится прямо перед тобой. А зачем тогда второй? Если бы мы переходили дорогу там, мы посмотрели на этот светофор. А еще есть специальные светофоры для пешеходов. Точно! На них нарисованы человечки. Красный нельзя идти. А зеленый можно переходить дорогу. Если на перекрестке есть такие светофоры, пешеходам нужно смотреть именно на них. А еще дорогу можно перейти под землей. Ну, это, наверное, только крот сможет. А вот и нет. Кое-где есть специальные подземные переходы для людей. Спускаешься по ступенькам вниз и идешь себе спокойно по тоннелю. И никакие машины тебе не мешают. Вот здорово! Здравствуй! Тебя зовут маленький автомобильчик. Здравствуйте. Да, я маленький автомобильчик. Мы пришли познакомиться с тобой и подружиться. Правда? Вот здорово. Я так рад. А как вас зовут? Я домовенок Бу, А я Бунька. а это малыш. Давайте вместе играть. Давай. Я даже игру придумала. Я видела в городе, везде картинки разные висят. Давайте тоже такие нарисуем и повесим. Бунька, это не просто картинки. Это знаки дорожного движения. Какие такие знаки? И зачем они нужны? Дорожные знаки – это особый язык. Его все понимают. И пешеходы, и водители. Ух ты! Вот здорово! Автомобильчик, мы тоже хотим знать этот особый язык и понимать, что нам говорят дорожные знаки. Правда, малыш? У меня есть идея. Давайте сыграем в одну интересную игру, где вы узнаете, что означают знаки. Найди знак, который подходит для ситуации, изображенной на картинке. Место, где железная дорога пересекается с автомобильной дорогой, называется железнодорожный переезд. Малыш, отгадай, какой знак предупреждает водителя о приближении к железнодорожному переезду? Малыш, отгадай, какой знак запрещает водителям поворачивать налево на этом перекрестке? Малыш, отгадай, какой знак сообщает водителям и пешеходам, что в этом месте находится подземный пешеходный переход? Если видишь у дороги такой знак, то можно не бояться, что у твоей машины закончится бензин. Ведь этот знак сообщает, что через 100 метров будет автозаправочная станция. Давай найдем его, малыш. Специальный знак сообщает водителям и пешеходам, что в этом месте находится пешеходный переход. Малыш, давай найдем этот знак.
Малыш, отгадай, какой знак запрещает водителям поворачивать направо на этом перекрестке? Автомобили ремонтируют в специальных мастерских. Их называют станции технического обслуживания. Какой знак сообщает, где находится такая станция? Эта дорога ведет на школьный двор. Машинам нельзя сюда заезжать. Малыш, угадай, какой знак запрещает въезд транспорта? Мне понравилась эта игра. И мне тоже. Никогда бы не подумал, что такие простые картинки могут так много сказать водителям и пешеходам. А я заметила, что на некоторых знаках нарисованы одинаковые картинки, только раскрашены они по-разному. Почему так? В знаке важна не только картинка. Вот, посмотри. Этот знак предупреждает, что будет пересечение с велосипедной дорожкой. И такие треугольные знаки с красным ободком называют предупреждающими. Вот здорово! Малыш, я немного запутался. Помоги мне найти предупреждающие знаки. Спасибо, малыш. Теперь я все понял. А вот круглые знаки с красным ободком называются запрещающими. Ух ты! Только форму изменили, а смысл уже другой. Правильно. Такой знак говорит: движение на велосипедах запрещено. Ой, как строго! Бунька, сейчас посмотрим, как ты запомнила запрещающие знаки. Малыш, помоги! Без тебя я не справлюсь. Ура! У нас все получилось. А как называются знаки на синих кругах? Это предписывающие знаки. Странное слово «предписывающие». Этот знак говорит, что здесь можно ездить только на велосипедах. Ага. Тогда этот знак говорит, что здесь можно ходить только пешеходом. А этот, что здесь можно бегать только по кругу. Правильно. Только не бегать, а ездить. Ой-ой, подождите, я не понял. Малыш, покажи мне, пожалуйста, предписывающие знаки. Ага, вот теперь все понятно. Спасибо, малыш. А я читала, что есть еще информационные знаки. Ну, с ними все просто. Видишь такой знак, значит, это трамвайная остановка. А если такой, это пешеходный переход. А если такой, то здесь можно порычать, да? Ну ты шутник. Такой знак означает стоянку для машин. Это я точно знаю. Ой, а я не знал. Малыш, помоги мне. Покажи мне информационные знаки. Спасибо, малыш. Теперь я буду знать, какие знаки информационные. А еще я видела, как на знаках елочки всякие рисуют. Вилки-ложки. Не может быть! Может. И такие знаки бывают. Называются они знаки сервиса. А что такое сервис? А я догадалась. Здесь можно позвонить. А здесь можно покушать. А здесь отдохнуть под елочками. Давайте еще раз повторим, чтобы я хорошо запомнил. Малыш, поможешь мне? Давай найдем все знаки сервиса.
Как здорово у нас получилось! А еще я видел такие маленькие таблички рядом со знаками. Что они значат? Такие таблички уточняют знак, под которым они висят. Например, этот знак действует только на грузовые машины. Или знак действует только по выходным дням. А такой знак говорит, что переходом пользуются слепые люди. И водителям нужно быть особенно внимательным. Никогда бы не подумала, что знаков так много и что все они такие разные. Так, Бунька, давай я проверю, как ты запомнила знаки. Ты называй, а я буду проверять. Есть предупреждающие знаки, запрещающие, Предписывающие. А еще есть информационные знаки и знаки сервиса. Правильно, автомобильчик. А еще есть таблички. Вот, кажется, ничего не забыли. Автомобильчик, ты ведь настоящий автомобильчик? Конечно, самый настоящий. Ты можешь ездить по дороге? Конечно. Покатай нас, пожалуйста. Бунька, чтобы я поехал, мне нужен водитель. А чтобы водить машину, нужно получить специальное удостоверение водителя. А как стать водителем? Нужно сдать экзамены в дорожной милиции. Идем в милицию за правами. Ребята, я подожду вас. Возвращайтесь скорее. До встречи, автомобильчик. И друзья снова отправились в путь. Идем скорее, Бунечка. Ой, а как же мы пойдем? На этом перекрестке светофор не работает. Зато посмотри, посреди перекрестка стоит регулировщик. Лига, как ты сказал? Регулировщик. Это милиционер, который показывает машинам и пешеходам, когда можно идти или ехать. Он что, кричит на всю улицу, чтобы все услышали, что нужно делать? Нет, Бунечка, он делает движение руками и палочкой, и все его понимают. Вот здорово! Маши себе во все стороны. Мы бы с малышом тоже смогли регулировать. Давай-ка попробуем. Малыш, выбери сигнал регулировщика, про который хочешь узнать. Чтобы продолжить игру, нажми кнопку «Далее». А теперь нам нужно ехать на автобусе. А что это такое? Это общественный транспорт. А как это? Малыш, покажи Буньке, какие из этих машин общественный транспорт. Спасибо, малыш, я все поняла. А знаешь, как называются те, кто едет в общественном транспорте? Ну, наверное, транспортеры. Не транспортеры, а пассажиры. Но ведь всем пассажирам нужно попасть в разные места. Как они решают, куда поедет автобус или трамвай? Они что, играют в считалочку? Что ты, Бунька? Спереди и сбоку у всех трамваев, троллейбусов и автобусов написано число. Видела. Наверное, оно обозначает, сколько пассажиров в них едет. Нет, это число обозначает номер маршрута. Что такое маршрут?
Это путь, по которому движется автобус целый день. Смотри, написано «Зоопарк-цирк». Это значит, что автобус ездит от зоопарка к цирку и обратно. Значит, в кукольный театр он меня никогда не привезет? Не привезет. Туда нужно ехать автобусом другого маршрута. А какой маршрут нужен нам? Мы поедем автобусом 5-го маршрута. Поехали скорее! Малыш, а ты знаешь, как вести себя в общественном транспорте? Сейчас мы это проверим. Послушай вопрос и выбери ответ, который ты считаешь правильным. Как нужно перевозить в транспорте животных? В клетке или с поводком и в наморднике? Выпустить из клетки или спустить с поводка? Привязать к троллейбусу снаружи и пусть бежит следом. Ты ответил правильно. И пассажиры не будут волноваться, и животное будет в безопасности. Через какие двери нужно входить в транспорт, а через какие выходить? Входить через любые открытые двери. Входить через крышу, выходить через окошко. Входить через передние, выходить через остальные. Молодец! Ты знаешь, как правильно пользоваться транспортом. Можно ли в транспорте есть и пить? Нельзя, ни в коем случае. Конечно, можно. Зачем зря время терять? Можно только мороженое. Правильно, малыш! Транспорт – неподходящее место для еды. Что ты сделаешь с билетиком, когда он тебе будет уже не нужен? Брошу в урну на улице. Слеплю из него шарик и запущу в кого-нибудь. Незаметно брошу на пол. Молодец! Ты не только умный, малыш, но и очень аккуратный. Можно ли заходить в метро за ограничительную линию? Можно. Можно после того, как поезд остановится. Нельзя ни в коем случае. Правильно, малыш. Только после того, как поезд остановится и двери откроются, можно делать шаг вперед. Если ты зашел в транспорт с самокатом, куда ты его поставишь? Брошу в проходе. Поставлю у стеночки. Буду держать самокат за окошком, чтобы никому не мешал. Ты принял правильное решение, малыш. Если ты сделаешь так, да еще будешь крепко держать самокат, то он не упадет и никому не будет мешать. Вот это да! Ты отлично справился с заданием. А вот и дорожная милиция. Так вот где дают водительские права. Идем же скорее, очень уж покататься хочется. Сначала, Бунька, нужно сдать экзамены. Как это? Нам будут задавать вопросы, а мы будем отвечать. Ну что же, идем. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Мы хотим получить удостоверение водителя. Хорошо. Сначала я проверю, как вы знаете правила дорожного движения. Посмотрите на картинку и решите, бывает ли дорожный знак с такой картинкой. Если да, нажмите зеленую кнопку. Если нет, нажмите красную кнопку. Все понятно? Да! Малыш, ты хорошо подготовился. Ответил правильно. Умница! Конечно, бывает. Смотри. Это верно. Я никогда такого предмета на дорожных знаках не видела.
Правильный ответ. Давай посмотрим. Правильный ответ. Давай посмотрим. Совершенно верно. Такого предмета на дорожных знаках не бывает. Правильный ответ. Давай посмотрим. Вот это да! Ты отлично справился с заданием. Малыш, выбери цвет, которого не хватает на дорожном знаке. Умница, малыш! Ты правильно раскрасил знак. Молодец, малыш! Ты выбрал правильные цвета. Малыш, ты прекрасно подготовился к экзамену. Вот здорово! У тебя все получилось, малыш. Малыш, ты прекрасно подготовился к экзамену. Ты правильно раскрасил знак. Так держать. Малыш, ты прекрасно подготовился к экзамену. Малыш, ты прекрасно подготовился к экзамену. Правильно, малыш. Этот знак выглядит именно так. Молодцы, ребята! Вы хорошо запомнили правила дорожного движения. Вот ваши водительские права. Ура! Мы выдержали все экзамены. Я вас поздравляю! Молодцы, ребята! Теперь я могу вас прокатить. Ура! А давайте поедем в наш волшебный лес. Мы приглашаем тебя в гости. Хорошо, ведь мне так хочется там побывать. И поедем мы быстро-быстро. Нет, самое главное – ехать не быстро, а так, чтобы не нарушить ни одного правила дорожного движения. И тогда путь станет не только интересным, но и безопасным. Поехали? Поехали! Хорошо с друзьями ехать с ветерком. Светофор зеленым светит огоньком. Всем, кого мы встретим, прокричим привет! Ничего на свете веселее нет. По дороге, быстро мчимся мы вперед. Впереди нас много-много разных приключений ждет. Вот так закончилась эта удивительная история.